Если бы я сказала вам, что есть город, где в старинных лавках продают ковры-самолеты, а на улицах выжимают гранатовый лимонад, вы бы поверили? А если добавлю, что здесь можно за одну городскую поездку одновременно побывать и в Древнем Риме, и на тропическом острове, и на горнолыжном курорте? Сегодня я уведу вас в место, где время будто замедляется, а каждый миг наполнен загадочной магией древности. Здесь вас ждут пляжи, от которых не оторвать глаз, старинные улочки, полные тайн, и еда, взрывающая вкусовые рецепторы. Я покажу, как найти самые атмосферные локации и прожить этот город так, чтобы он остался в вашей душе надолго. Добро пожаловать в Анталию, и все, что произошло в Анталии, остается в Анталии. Но прежде чем мы отправимся в это увлекательное путешествие, давайте сначала разберемся, какую именно Анталию мы имеем в виду и что вы увидите в этом видео. Сразу оговорюсь, на самом деле существует не одна, а целых 3 Анталии, и все они сильно отличаются друг от друга. Во-первых, это непосредственно сам город Анталия, крупнейший мегаполис Южной Турции и 5-й по численности населения в стране. Во-вторых, это одноименная огромная провинция с площадью, сопоставимой со Словенией, куда входят десятки крутых курортных городов. Ну а в-третьих, в наших сердцах живет еще одна курортная Анталия – мир бесконечных отелей All-Inclusive, подаривший нам море незабываемых воспоминаний. Да, воспоминания от посещения турецких отелей бывают разными. К тому же они сильно зависят от уровня самого отеля и контингента гостей. Так вот, той самой all-inclusive Анталии в моем видео как раз-таки и не будет. Все дело в том, что, приехав в 5-звездочный отель, турист, как правило, проводит весь отпуск в его стенах. Наше же путешествие сегодня будет совершенно иным. Я подготовила для вас список из топ-10 развлечений, которые обязательно должен попробовать турист, посещая Анталию. И пункта «пролежать весь отпуск у бассейна» в моем списке точно не будет. Я покажу вам старый город Анталии, лучшие пляжи, самые интересные парки, самые желанные достопримечательности, водопады, аттракционы и, конечно же, лучшие рестораны. Затем мы отправимся изучать окрестные красоты, но не слишком далеко. Я отобрала для вас несколько ярких, захватывающих дух мест, до которых легко добраться, отъехав от города буквально на часик. Что же касается более отдаленных уголков Анталии, то, простите, их видео тоже не будет.
Это первый выпуск из моей большой серии обзоров турецкого побережья, поэтому о Кемере, Сиде, Алании и других анталийских курортов вы узнаете уже из следующих видео. А потому обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. А я пока возвращаюсь в Анталию, где мне еще предстоит выбрать отель и разобраться с местным транспортом. Юридически Анталия разделена аж на 19 крупных районов. Однако, как обычно, официальное административное деление для туриста мало полезно. Если вы ищете отель или апартаменты для отдыха, запомните всего 3 условных района – Калеиче, Коньялты и Лара. Калеиче – тот самый исторический центр города. Райончик маленький, атмосферный и очень дорогой. Поэтому я бы советовала селиться не в нем, а в небольшом отдалении от центра. Радиуса порядка 2 километров для приятных пеших прогулок вполне будет достаточно. Справа от Калеиче вдоль побережья расположен условный район Лара. Он получил имя в честь одноименного песчаного пляжа. Достопримечательностей здесь немного, но неподалеку помимо пляжа находится и аэропорт. Пусть шумный, зато крайне удобный бонус для логистики. Аэропорт в Анталии небольшой, но он находится в черте города. Поэтому добраться из аэропорта в ваш выбранный отель составит считанные минуты. Сделать это можно на автобусе, трамвае, аэропортовом шаттле или такси. Причем, поскольку воздушные ворота Анталии расположены прямо в черте города, такая поездка обойдется вам весьма недорого. Но мой личный фаворит среди районов Анталии – Коньялты, а точнее его восточная часть, примыкающая к центру. Помимо протяженной пляжной линии, район может похвастаться обилием зелени, удобными парками, велосипедными дорожками и множеством развлекательных центров. Поэтому, если вы приехали в Анталию с детьми и не собираетесь брать машину в аренду, Коньялты станет отличным выбором. Добраться до центра отсюда можно пешком, на автобусе или на винтажном трамвайчике. Логистика продумана на твердую пятерочку. Правда, во всех этих топ-районах есть одна маленькая ложечка дегтя. Все дело в том, что если вы прибыли в Анталию не только для того, чтобы проваляться весь отдых на пляже, то ни один из 3 не позволит вам осмотреть все главные достопримечательности вместе взятые. Как я уже говорила, Анталия – город весьма немаленький. Если в других туристических городах достопримечательности, как правило, носят исторический характер и компактно сконцентрированы в центре города, то в Анталии все обстоит совершенно не так. Самые крутые места – это либо природные достопримечательности, либо же современные развлекательные центры. Проще говоря, все эти достопримечательности Анталии довольно сильно разбросаны друг от друга, поэтому одним общественным транспортом тут не обойтись. Оптимальнее всего взять машину на прокат или, как я, приехать в Анталию на собственном авто. Наличие автомобиля не только упростит перемещение по городу, но и поможет серьезно сэкономить на жилье. Можно банально выбрать варианты подальше от центра. К счастью, в отличие от уже знакомого нам Стамбула, с дорогами и парковками здесь все куда лучше. Ссылку на недорогую аренду авто в Анталии я, как всегда, оставлю в описании. Там же вы найдете тайм-коды и бесплатную карту с уже отмеченными локациями, которые мы увидим в этом видео.
Ну что ж, с формальными туристическими вопросами разобрались. Пора отправляться в путь, чтобы увидеть главные достопримечательности города. И первое, что должен сделать путешественник, желающий узнать Анталию, это увидеть ее римское наследие. Для этого мы направимся в самое сердце города – старый квартал с романтическим названием Колеичи. Ну и самый лучший способ войти в этот старинный город – пройти сквозь величественные римские Ворота Адриана. Правда, если копнуть глубже, то окажется, что на самом деле Анталию основали вовсе не римляне, но именно их архитектурное наследие стало одной из главных жемчужин города, прошедших сквозь века до наших дней. Более 2000 лет тому назад Анталия была детищем древнего Пергамского царства. После смерти последнего пергамского монарха город перешел под власть Римской империи. С тех пор он превратился в процветающий морской порт, надежно защищенный мощными каменными стенами. В этих фортификациях обустроили несколько ворот, которые при нападениях пиратов или захватчиков мгновенно запирались. До наших дней сохранился лишь один такой проход – знаменитые ворота Адриана. Их возвели в 130 году нашей эры как триумфальную арку в честь визита римского императора, и с первого дня они поражали монументальностью и величием. Сегодня ворота Адриана по-прежнему выглядят безупречно и считаются одной из главных достопримечательностей Анталии. Монумент служит живым мостом между древностью и современностью. Сама арка – тихий уголок истории, а вокруг нее кипит яркая городская жизнь. Осматривая ворота, обязательно обратите внимание на глубокие борозды в мостовой под аркой. Их веками вырезали колеса бесчисленных караванов, прибывавших в город. Затем османы спрятали их под накрытием, и лишь в наши дни покрытие опять сняли, чтобы туристы могли своими глазами лицезреть, насколько популярен был этот въезд в город в те дни. За воротами Адриана начинается старинный квартал Колеичи, настоящее сердце Анталии, где время будто замедляется, а каждый камень дышит историей. Представьте узкие мощеные улочки, которыми когда-то бродили византийцы, сельджуки и османы. Вот вы проходите мимо старинного хамама, превращенного в бутик-отель, а дальше лабиринт домов с разными деревянными балконами, увитыми бугенвиллией. Здесь на каждом шагу сюрпризы. То крошечная мастерская, где выдувают лампы Аладдина, то антикварная лавка с монетами Османской империи. Гуляя, вы то и дело натыкаетесь на римские колонны, встроенные в стены домов, или на фонтан, которому уже 300 лет. Свернете в неприметный переулок и найдете скрытый дворик, где подают лучший турецкий кофе в медных джезвах. В Колеичи даже магазины напоминают музеи. Ковры ручной работы, пирамиды специй и те самые глазные амулеты от сглаза. Но главное – особое ощущение путешествия во времени. Вечером, когда туристы расходятся, старинные фонари отбрасывают мягкий свет, и кажется, что вот-вот из-за угла появится купец в феске с тюком шелка. В общем, прогуляться по старому городу Анталии – это однозначно абсолютный must-have, который должен сделать каждый турист, прибывая в город. Место очень атмосферное, вы точно не пожалеете. Если захотите узнать побольше об истории этого города, то можете заглянуть в местный этнографический музей.
В основном здесь представлены турецко-исламские артефакты и предметы интерьера и быта, а также наряды, демонстрирующие жизнь Анталии в период Османской империи. Удовольствие, причем бесплатное. Из других интересных достопримечательностей центра я бы также выделила местную часовую башню и минарет Ивли. Минарет Ивли получил свое имя не просто так. Ивли по-турецки означает «рифленый». Его поверхность словно рассечена цилиндрическими ребрами, создающими многослойную текстуру. Именно это делает башню уникальной. Это один из старейших памятников исламской архитектуры Анталии, и его видно почти из любой точки старого города. Историки считают, что минарет задумывался как символ триумфа. Строительство совпало с завершением сельджукских завоеваний Средиземноморья. Высота сооружения 38 метров. Внутри скрыта винтовая лестница, а венчает башню коническая свинцовая крыша, парящая над городом. Еще одна архитектурная изюминка старого города – башня Хыдырлык. Этот каменный артефакт – древний страж Анталии. Его история началась еще во II веке нашей эры, во времена правления римлян. Величественное сооружение, пережившее тысячелетия, и сегодня поражает монументальностью и загадочным предназначением. Ученые спорят, была ли башня маяком, оборонительным укреплением или даже гробницей знатного римлянина. Одна из самых впечатляющих деталей башни – ее редкая для римской архитектуры круглая форма. Массивные каменные блоки до сих пор хранят следы древних инструментов. Интересный факт. Если обойти башню по кругу, можно заметить загадочные ниши и отверстия. Возможно, в античности здесь горели сигнальные огни для кораблей. Особенно волшебно здесь на закате, когда последние лучи солнца окрашивают камни в золото, а в воздухе витает аромат сосен и морского бриза. С вершины открываются потрясающие виды. Бирюзовая гладь Средиземного моря, живописные скалы и зелень парка Караали-Оглу у подножья башни. Парк впечатляет флористическим разнообразием. Ряды мандариновых и апельсиновых деревьев соседствуют с пальмами и яркими цветочными коврами. Повсюду журчат фонтаны, а среди аллей встречаются оригинальные скульптуры, придавая месту особый художественный шарм. Но нам по парку гулять пока еще рановато. Есть в Калеиче еще одна уникальная старинная достопримечательность, увидеть которую должен каждый турист, прибывающий в город. И расположена она тут же, на берегу моря. Порт Калеичи-Марина. Настоящий маяк стиля и свободы. Роскошные яхты покачиваются на прозрачных волнах, а вокруг царит непринужденный морской вайб. Самый эффектный способ попасть в эту уютную гавань старого города – воспользоваться бесплатным панорамным лифтом, опускающим гостей прямо к воде. Вдоль причалов тянутся дизайнерские бутики и мастерские. Художники продают картины и керамику. Вечером огни отражаются в воде, создавая калейдоскоп оттенков, а шум прибоя смешивается с лаунж-музыкой из баров. Здесь легко договориться о прогулке на катере вдоль скалистых берегов Анталии. Обязательно пройдитесь по деревянным пирсам,
каждый шаг открывает новый ракурс для идеального кадра. Калеичи Марина показывает морскую жизнь во всей ее красе и заряжает духом приключений. Романтичненько, конечно, но скучновастенько. Поэтому на этом предлагаю закончить осмотр античных достопримечательностей Анталии и перейти к более практичной части видео. Ну а так как я обещала вам не просто прогулку, а полноценный travel-гайд для семейного отдыха, то предлагаю сразу поговорить про самую сладенькую часть турецкого морского отдыха – про прекрасные анталийские пляжики. Вообще, в Анталии этих ваших пляжей видимо-невидимо. А если расширить географию до всего региона, то тем более просто не счесть. Поэтому второй обязательной задачей для любого туриста в Анталии станет обзавестись бронзовым загаром. И главное решить, на каком именно пляже мы с вами будем этот загар приобретать. Пляжей в Анталии немереное количество. На востоке вас ждет песчаный пляж, а на западе прекрасные галечные. Выбирать вам. Не стану мучить вас скучным перечислением всего массива пляжей. Вместо этого я специально отобрала 3 самых-присамых. И главный в этой троице спрятался прямо у нашего порта, в самом сердце старого города. Мармерли-Бич – небольшой галечный пляж, утопающий в зеленых скалах. Прозрачная гладь словно заливает все вокруг бирюзой, а мягкий шелест волн убаюкивает лучше любой музыки. По краям расставлены зонтики и шезлонги. Рядом работает мини-кафе с освежающими коктейлями и легкими закусками. Если хочется уединения, берите маску и ласты. Под водой часто мелькают стайки разноцветных рыбок, а когда солнце медленно опускается за горизонт, Мармерли превращается в небольшую сцену для закатного спектакля, который хочется смотреть снова и снова. Главное преимущество пляжа – его расположение. Самый центр города. Если вы приехали в Анталию на однодневную экскурсию, Мармерли-Бич – ваш вариант. А для полноценного отдыха лучше присмотреться к следующему герою нашего обзора – пляжу Лара. Восточнее Анталии расположен Лора-Бич. Это такая широкая, длинная береговая зона с песчаным покровом. Здесь вы легко можете расположиться с своим полотенечком и не нужно будет тратить порядка 10 евро за шезлонг. Но зонтик все-таки прикупите. Пляж Лара – это роскошная золотая полоса побережья, растянувшаяся на 10 километров к востоку от Анталии. В отличие от каменистых бухт старого города, здесь мягкий мелкий песок и пологий заход в море, идеальный для семейного отдыха. Вдоль берега выстроились фешенебельные 5-звездочные отели с собственными зонами для гостей, но много и муниципальных участков с бесплатными лежаками. Главная изюминка Лары – бирюзовая вода, особенно завораживающая на рассвете. Любители активности могут прокатиться на банане или заняться парасейлингом, а те, кто предпочитает релакс, просто загорают под шум прибоя. Пляж Лара – идеальное место для всей семьи, где каждый найдет занятие по душе. Для родителей с детьми это рай. Пологий вход, мягкий песок без камней и безопасная обстановка позволяют малышам плескаться часами. Молодежь не скучает. Водные аттракционы, бары у моря и рядом вечеринки в клубах.
Особая гордость пляжа – престижный голубой флаг, ежегодно подтверждающий кристально чистую воду и соответствие инфраструктуры строгим международным стандартам. Можно не переживать за экологию и качество отдыха, все продумано до мелочей. Ну а если вам всей этой красоты окажется мало, то давайте переместимся на обратную сторону Анталии, где я вам покажу самый популярный и самый красивый пляж города – Каньялты. Пляж Каньялты – пространство свободы и драйва. Каменистый берег плавно переходит в пышную зелень прибрежного парка. Вода чистейшая и прохладная, с мягкими игривыми волнами, что делает место идеальным для плавания и снорклинга. По всей набережной тянется широкая пешеходная зона с велодорожками. Можно прокатиться на самокате или велосипеде, ловя морской бриз. Любители экстрима оценят парасейлинг и кайтсерфинг. Тем, кто хочет расслабиться, понравятся уютные кафе и пляжные бары. Вечерами Каньялты превращается в открытую сцену. Концерты, йога-сессии и кинопоказы под звездами. С хребтов ближайших Таврских гор открываются невероятные панорамы, а закат над пляжем становится поводом для тысячи ярких фото. Главное преимущество Каньялты – отличное расположение. Близость живописных гор усиливает и без того потрясающие виды. Зеленый променад и просторные парки добавляют разнообразия. Здесь не устаешь, даже проведя на пляже целый день. Даже ходить никуда не нужно, все принесу. Солнышко поднялось слишком высоко? Можно спрятаться в ближайшем кафе или прогуляться по парку. Устал валяться тюленчиком? Возьми на прокат велосипед или просто пробегись по удобным пешеходным дорожкам под пальмами. В Анталии довольно жаркий климат, поэтому не забывайте пить вкуснющие лимонады, которые продаются здесь буквально на каждом шагу. Главный недостаток – та самая галька. Да, благодаря ей вода здесь выглядит намного чище и интереснее. Красивый бирюзовый оттенок смотрится потрясающе. Только вот это все картинка. Когда же дело доходит до практики, ты начинаешь осознавать все недостатки этих мелких камушков. Неудобный заход в воду. А самое главное – невозможность поваляться на пляжике, просто придя туда с полотенцем. Можно, конечно, арендовать шезлонг и зонтик, только вот в сезон цена может показаться вам весьма кусючей. Как вы помните из моего обзора Стамбула, цены в Турции в последние годы просто пробивают небеса. У меня тут свой шезлонг природный. Да и как по мне, арендовать лежак – это неплохое решение, если вы прибыли на пляж на целый день. А вот для желающих часок-другой поваляться возле водички, я бы все же порекомендовала отправиться на уже знакомый нам песчаный пляж Лара. Правда, у пляжа Каньялты найдется еще один приятный бонус. Это близость к целой грядке крутых развлекательных парков, которые вы обязательно должны посетить, если прибыли на отдых с детьми. Поэтому следующей нашей топ-задачей будет спуститься на дно океана в самом большом океанариуме Турции.
Хоть Анталийский океанариум открылся сравнительно недавно, в 2012 году, он быстро стал любимцем туристов. Помогли впечатляющая архитектура. Здание напоминает гигантскую волну, нависшую над берегом, и уникальные экспозиции. Главный аттракцион – 131-метровый туннель, один из самых длинных в мире, где посетители могут почувствовать себя на морском дне. Что же еще скрывает этот подводный мир? Давайте выясним. Территория океанариума утопает в зелени. Яркая трава, экзотические растения и необычные скульптуры создают атмосферу сказки. Но главное – за стеклом затонувшие корабли, древние артефакты, самолеты и даже подводные дворцы. Вокруг снуют тысячи морских обитателей – рыбки, медузы, кораллы, акулы, пираньи. Информационные таблички рассказывают о каждом виде, но куда интереснее просто наблюдать за их грациозным танцем, зная, что прочное стекло надежно защищает вас. Экспозиции разделены на тематические зоны. Здесь представлены обитатели Атлантики, Индийского океана, Средиземного, Черного и Красного морей. Отдельные аквариумы посвящены подводному миру Анталии, а также великим рекам Амазонки, Нилу и азиатским водоемам. Каждая экспозиция сопровождается подробными описаниями на нескольких языках. Но главная жемчужина океанариума – тот самый гигантский тоннель. Он уникален тем, что позволяет увидеть подводный мир со всех сторон. Прогуливаясь по прозрачному коридору под приглушенным синим светом, вы будто оказываетесь на глубине. Дополняет впечатление искусно созданные декорации, затонувший пиратский корабль, сундуки с сокровищами, статуи с острова Пасхи – все это работа итальянского скульптора, воплощенная мастерами из Южной Африки. А хотите, удивлю вас еще больше? Пожалуйста! Помимо самого аквариума на территории комплекса также найдется музей восковых фигур, кинотеатр и террариум. Последний мне понравился особенно сильно. Он небольшой, но содержит весьма значительную коллекцию редких животных. Здесь вас ждут более 70 террариумов с обитателями со всех уголков планеты, от разноцветных хамелеонов и гигантских питомов до ядовитых пауков и скорпионов. Каждый контейнер – это микроклимат, где поддерживается идеальная влажность, температура и освещение, чтобы рептилии, амфибии и насекомые чувствовали себя как дома. Будьте готовы к эффектным кадрам. Медленное ползание крокодильчика или танец богомола в замедленной съемке гарантированно взорвет вашу ленту. А на случай, если вы уже успели подустать от солнечной Турции, то тут же в океанариуме для вас возвели настоящий снежный павильон с ледяными скульптурами, санками, горками и ресторанами. Весьма оригинально, должна признать. Правда, как и везде в Турции, про цены лучше не задумываться. Комплексный билет, открывающий двери во все зоны, обойдется вам в солидных $110. Сколько придется оставить за визит целой семье, лучше даже не задумываться. Тем не менее, комплекс великолепен, и я горячо рекомендую его к посещению. Если бюджет ограничен, то ограничьтесь основной зоной океанариума. Если безлимит, смело планируйте провести тут целый день. А если свободных дней на семейной вылазке у вас много, то загляните в еще один интересный парк неподалеку – Актюрпак, где вас ждет одно из самых высоких колес обозрения в мире. И, конечно же, вы просто обязаны на него подняться. Поэтому очередной пункт нашего топ-списка – взглянуть на город с самого сердца Анталии.
Актур-парк, где, собственно, и расположено загадочное колесо, по праву считается одним из самых веселых парков развлечения города. Этот парк открыт в 1997 году. Настоящий карнавал под открытым небом, где аттракционы светятся яркими огнями, а смех и визги слышны до поздней ночи. Оплата за аттракционы производится специальной картой, которую можно пополнить у входа в парк. Удобно и недорого. В парке больше 40 аттракционов, от детских каруселей до адреналиновых горок, таких как Твистер или Крейзи Маус. Как время. Для малышей здесь есть паровозик и мини-горки, а для взрослых – башня свободного падения и скоростной картинговый трек. Еще найдется дом ужасов, который заставит сердце биться чаще. Закуски в парке простые – картошка на палочке, мороженое, газировка, поэтому если проголодаетесь, лучше поесть в кафе неподалеку. Советую приезжать вечером, когда все сияет огнями и спадает жара. Атмосфера становится по-настоящему волшебной. А теперь к главной звезде – Heart of Antalya, самому большому колесу обозрения в Турции. Если верить некоторым источникам, это еще и крупнейшее колесо в континентальной Европе. Правда, с этим я бы поспорила. Западнее, вплоть до берегов Англии, вы действительно не найдете более массивных конкурентов. Но вот только Анталия – это юридически уже Азия, а там на востоке подобных гигантов ой как немало. Но, как бы там ни было, преуменьшать достижения турков я не стану. 90 метров высоты, 400 тонн стали, современная LED-подсветка – это вам не шутка. Смотрится весьма-весьма достойно. Колесо видно из многих точек города, а ночью оно буквально притягивает взгляд. Прям так, что оторваться нельзя. Какая-то своя, особая турецкая магия. Так и хочется забраться внутрь. И это не просто аттракцион, а настоящий символ города и предмет национальной гордости. Билет недорогой. Во время моего визита он стоил около 2,5 евро. Но, как вы знаете, курс лиры и цены в Турции меняются стремительно. Поэтому к любым цифрам, озвученным на YouTube, стоит относиться со здравым скепсисом. Не факт, что во время вашего приезда они будут такими же. В любом случае, вид с вершины точно оправдает ваши ожидания. Панорама Коньялты, море и горы Тавр дух захватывает. Кабины просторные с кондиционированием, помещают до 7 человек, а поездка длится около 16 минут. Оптимальное время для покатушек выбрать сложно. Благо, цена невысокая, а потому я бы посоветовала прокатиться на колесе дважды. Один раз на закате, пока горы залиты золотистым светом, а второй раз ночью, когда Анталия превращается в море сияющих огней. Главный недостаток аттракциона – это помутневшие за года затонированные стекла, которые неприятно ограничивают обзор, но все равно, как по мне, за свою цену развлечение весьма достойное. В целом, Актур-парк и Heart of Antalya образуют идеальный дуэт для семейного отдыха или тусовки с друзьями. Рядом находятся Анталийский океанариум и пляж Коньялты, так что можно устроить целый день приключений. И самое приятное, на этих двух парках развлечения Анталия не заканчивается. Как я говорила ранее, город отлично подходит для семейного отдыха, поэтому тематические центры здесь встречаются буквально на каждом шагу.
Например, сразу напротив осмотренного океанариума ваше внимание привлечет аквапарк Waterhill. Это настоящий водный рай в сердце Анталии, открывшийся после масштабной реконструкции в 2022 году. Здесь 13 горок, от экстремальной камикадзе до семейных тропических башен, и 11 бассейнов, включая волновой. Детям понравится мини-аквапарк с безопасными горками, а взрослым – джакузи, бар и авторские коктейли. Уже начали путаться во всем этом обилии достопримечательностей? Загляните в расположенный неподалеку Докума парк. Здесь расположен парк миниатюр, где можно полюбоваться на уменьшенные копии главных достопримечательностей Турции. Завидная возможность увидеть все главные мечети Стамбула, не покидая Анталию. Еще там найдется детская библиотека, музей игрушек и целая куча других интересных локаций для отдыха. Удовольствие бесплатное. Ну а если хочется еще больше эмоций, обязательно загляните в уникальный тематический парк Land of Legends, который разместился на обратной стороне города. И это не просто парк аттракционов, а целый сказочный городок, построенный в стиле античных легенд и современных технологий. Его территория простирается на площади более 1,2 миллиона квадратных метров, и сюда встроены аквапарк, зона аттракционов, несколько игровых тематических зон, дельфинарий, торговый центр с бутиками и роскошная отельная зона, где можно жить прямо рядом с развлечениями. А что? Вы же видели весь этот размах? За день точно не обойти. Главная жемчужина всего этого развлекательного беспредела – это, конечно же, аквапарк. Здесь вас ждут более 40 горок, от семейных широких спусков до адреналиновых воронок, где вы несетесь по прозрачным капсулам в полной невесомости. Волновой бассейн особенно впечатляет. Он генерирует настоящие серф-волны высотой до 2 метров, а зона серф-лагуна позволяет оттачивать трюки, не выезжая за пределы парка. И причем все это оформлено в очень приятном волшебном стиле с водопадами, фонтанами и магическими героями. Настоящая сказка. Рядом расположен тематический парк с американскими горками Typhoon Coast и захватывающей каруселью Skyfighter. Детская зона Land of Legends Kingdoms спроектирована так, чтобы даже малыши веселились в полной безопасности. Мягкие покрытия, мелководные бассейны и горки по росту. Не забудьте пройтись по огромному торговому бульвару, стилизированному под старинный город. Такая себе смесь Рима, Венеции и Милана в одном флаконе. Бутики, сувениры, украшения. По вечерам парк озаряют красочные шоу, а территорию украшает элегантная световая подсветка. Land of Legends постоянно обновляется. Каждый сезон появляются новые аттракционы и гастрофестивали. Будь то мексиканская неделя с тако-фудкортом или карнавал ремесел с мастер-классами. В общем, это место – микс культуры, экстрима, релаксации и гастрономии. Оно идеально подходит тем, кто хочет провести целый день в одном комплексе и получить по-настоящему легендарные впечатления. Обратная сторона этих удовольствий – высокая цена. В сезон дневной билет на одного стоит около 100 евро. Что ж, Турция есть Турция. Лира падает, а цены в евро растут. C'est la vie.
Поэтому, если ищете развлечения попроще, советую заглянуть в парк Сандленд. Парк песчаных фигур. Как и предыдущий герой нашего обзора, этот парк также расположен по восточную сторону от центра Анталии, прямиком над уже осмотренным нами пляжем Лара и в непосредственной близости к аэропорту Анталии. Из-за близости аэропорта к городу полетать в Анталии бывает проблематично. Но мне, коммуникабельной, можно сказать, повезло. Это уникальный музей песчаных скульптур под открытым небом, который работает с 2006 года и привлекает около 150 тысяч гостей ежегодно. Размеры парка впечатляют. Не Land of Legends, конечно, но все равно. 10 тысяч квадратных метров. Весьма немало, должна признать. Настоящий фестиваль искусства, где более 25 мастеров со всего мира создают свыше 100 гигантских скульптур из 10 тысяч тонн речного песка. Каждый год здесь новая тема, и в этом сезоне это было космическое приключение. От фигур космонавтов и планет до пирамид и героев фантастики. Скульптуры поражают детализацией, а вечером под красным и желтым светом LED-ламп они оживают, создавая магическую атмосферу под космическую музыку. Вход весьма бюджетный, всего пару евро. Малышам и вовсе бесплатно, но эмоции зато полные штаны. С билета можно возвращаться весь день, чтобы увидеть шоу света ночью. Сандленд – это место, где искусство и природа сливаются в одно, но учтите, это временное искусство. Скульптуры разрушаются после сезона, ведь их философия – ничто не вечно. Для детей есть песочницы, где они могут сами лепить фигурки, а взрослые оценят кофе с видом на парк. Некоторые жалуются, что за час все осматривается и в жару без тени тяжеловато, но для любителей необычного это must visit. Мой совет – приходите к закату, берите крем и удобную обувь. Ходить по песку придется немало. Отличной идеей будет объединить прогулку по парку с отдыхом на пляже. Загорайте у воды днем, а в пик жары отправляйтесь полюбоваться песчаными фигурами. Ну а если пекло совсем невыносимо или вдруг пойдет дождь, посоветую еще один парк в этом же районе. Честное слово, это самый последний, и двинемся путешествовать дальше. И если верить официальному сайту Selfie Park Анталия, это самый большой селфи-музей Европы и первый подобный аттракцион во всей Турции, где каждый уголок создан для идеальных фоточек. Расположен в районе Лара, и этот парк предлагает больше 50 ярких тематических зон – от трона из «Игры престолов» до воздушного шара в стиле Каппадокии. Здесь можно почувствовать себя рок-звездой, миллионером, разбрасывающим деньги, или поплавать в бассейне с шариками. Фантазия без границ. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Здесь вы можете побывать в «Матрице». Или в гламурном самолете, который совершает свой рейс куда-нибудь на розовые Мальдивы. Честно говоря, изначально, увидев высокие оценки у этого парка на Google картах, я была в небольшом недоумении. Фотозоны до фотозоны, что-то может быть интересного. Мало, что ли, я их в жизни повидала. Но когда я попала внутрь, то достаточно быстро поняла, чем же все-таки это место так притягивает туристов.
Сюда будет круто заглянуть как для того, чтобы просто сделать пару фоточек, так и для того, чтобы отпраздновать какой-то особенный день. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Ну да, тамада веселый, конкурсы интересные. Внутри царит просто потрясающая атмосфера. Кругом резвятся детки, мамочки делают всякие шуточные фоточки, сплошное веселье и развлечения. Безумно позитивное местечко, особенно для тех, кто прибыл в Анталию вместе со своими карапузами. В общем, в результате я осталась благодарна палящему летнему солнышку, которое непрозрачно так намекало о том, что самое время спрятаться от него хоть на пару часиков в какое-то укрытие. Подурачились мы там классненько. Заведение прям какой-то магический портал, где, перемещаясь от сцены к сцене, вы постоянно попадаете в новую реальность. То вы какая-то супермодель, то ингредиент завтрака, а то полноценная поп-певица в звукозаписывающей студии. В этом парке вы можете почувствовать себя настоящей суперпопулярной турецкой звездой, сделать фотосессию и, возможно, даже записать полноценный клип. Чем вам не сцена? Особое удовольствие доставляет перемещаться от одной зоны к другой, будоража свою фантазию вопросом: а что же меня будет ждать за следующим поворотом? Почувствовать себя Барби, полетать на самолете, забраться в матрицу или зеркальный лабиринт. Все это становится здесь возможным. А еще, если вы путешествуете с детьми и день рождения вашего ребенка припадает как раз-таки на период отпуска, то в этом парке возможно провести прекрасный день рождения. Очень атмосферно и весело получится, я уверена. Не могу назвать местечко must-have развлечением, но если, как и я, хотите укрыться от знойного солнышка, поднять настроение деткам или, быть может, отпраздновать особый день, то эта локация вам точно понравится и позволит создать 100 тысяч миллионов потрясных и интересных фоточек на память о путешествии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не уверены в своих фотоспособностях? Можете обратиться к местному фотографу, который поможет вам прокачать ваши фоточки на профессиональный уровень. Hi, YouTube! Альтернативный вариант, как можно скоротать время, спасаясь от яркого летнего солнца – отправиться на шопинг. Поэтому следующая обязательная задача для каждого туриста в Анталии – обзавестись сувенирами. Мы ведь сейчас отдыхаем в одном из крупнейших городов Турции, страны, которая веками славилась текстилем, керамикой, ювелирными украшениями и всевозможными восточными сувенирами. Грешно не воспользоваться такой возможностью. Вот только если в Стамбуле я водила вас на шопинг по старинным базарам, то в Анталии мы поступим иначе. Пойдем в торгово-развлекательный комплекс. Само собой, в городе их найдется жуть как немало, поэтому, чтобы не мучать вас длинным перечнем, сведу повествование лишь к одному, но, правда, весьма необычному. Рядом с нашим селфи-парком спрятался любопытный торговый центр Terra City. Это настоящий рай шопинга и развлечений под одной крышей. Стильный молл впечатляет не только более чем 200 магазинами от люксовых брендов до локальных бутиков, но и уютными лаунж-уголками и просторными зонами отдыха. Нужна одежда, гаджеты или игрушки? Здесь есть все. А для детей, кстати, работает мини-парк аттракционов, который приводит малышей в восторг. Фудкорт – мечта гурмана. Свыше 30 ресторанов с кебабами, суши, бургерами и пиццей. Выбор огромный. Ну и плюс здесь вы можете вернуть такс-фри.
Впрочем, все это можно сказать почти о любом современном ТРЦ. Главная фишка Террасити, из-за которой я выбрала его для шопинга – роскошный сад, разбитый прямо на крыше комплекса. Качели, фотозоны, кафешки и детские горки – все это будет ждать вас, когда вы доберетесь до верхушки комплекса. Плюс неплохой вид на город. Можно смело оставлять здесь детей, а самой отправиться за покупками, пока те исследуют уникальные джунгли комплекса. Ну а если прогулки среди искусственной природы не для вас, то предложу вам отправиться в путешествие к местным дюденским водопадам. Их в Анталии насчитываются аж 2 штуки – верхний и нижний. Мой самый любимый – это нижний водопад Дюден. Настоящий природный спектакль, где мощные струи пресной воды с высоты около 40 метров обрушиваются прямо в лазурные воды Средиземного моря. И его вы обязательно должны увидеть, ведь это то место, где рождается радуга. По берегу тянется ухоженная пешеходная аллея, обрамленная пышными пальмами и яркими цветниками, где легко устроить фотосессию на память. На специальной смотровой платформе вы почувствуете легкий водяной туман, освежающий жару турецкого солнца и создающий волшебную атмосферу. Радуга, кажется, не покидает это уникальное природное творение 365 дней в году. Наиболее красивое зрелище, конечно же, можно запечатлеть весной и осенью, когда воды реки максимально полны и мощный поток воды с неудержимым рокотом срывается с утеса в бурлящее Средиземное море. Несмотря на наличие парочки удобных смотровых площадок, самый лучший вид на этот природный шедевр открывается, конечно же, с воды. Любители морских приключений могут прыгнуть в лодку и подойти к водопаду с моря, чтобы ощутить всю его мощь и сделать умопомрачительные кадры на память. Правда, если у вас за плечами найдется маленький жужжащий помощник, то на морской экскурсии можно смело сэкономить. Кадры, которые способен выхватить парящий над волнами потоком дрон, никакая лодка вам заменить не сможет. Рядом с входом расположены уютные кафе и палатки с прохладительными напитками, легкими закусками и знаменитым турецким мороженым. Идеальный перекус после прогулки. Также вдоль речки разбросаны аккуратные детские площадки и комфортные зеленые зоны, где ваши карапузы смогут отдохнуть в ожидании родителей. Ну а если подняться вдоль реки еще повыше, то рано или поздно вы доберетесь до верхнего водопада Дюден. И если вы когда-нибудь мечтали побывать в Бет-пещере, то это как раз то место, где вы сможете реализовать свою фантазию. В отличие от своего младшего брата, низвергающегося в море, этот водопад прячется в густом лесу, создавая атмосферу настоящего сказочного уголка.
Это не один водопад, а полноценный зеленый парк с ухоженными дорожками, ручейками, озерцами и пещерами. Всего в 10 километрах от шумного центра Анталии вас встретит живописный парк Дюден, где среди вековых деревьев скрывается 20-метровый каскад чистейшей воды. Особенность этого места – умиротворяющая энергия и возможность не просто смотреть на водопад, а буквально гулять вокруг него по специальным деревянным мостикам. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Шум воды, пение птиц, аромат сосен – здесь можно провести целый день, устроив пикник в тени деревьев или попивая турецкий чай в одном из уютных кафе с видом на водопад. Обязательно загляните в пещеру за водяной стеной. Оттуда открывается магический вид на падающую воду. Побывать на обратной стороне водопада – это какой-то особенный фетиш, который точно стоит попробовать каждому прибывающему туристу. А у верхнего водопада есть своя изюминка. Прямо за падающей водой есть пещера, вдоль которой можно прогуляться и посмотреть на водопад изнутри. Вот где-то там прям бурлит река, прямо над нами. А еще здесь предусмотрены многочисленные смотровые площадки, с которых получаются потрясающие кадры. Лучшее время для визита – раннее утро, когда первые лучи играют в миллиардах брызг и череда мини-радуг словно парит в воздухе. Не забудьте удобную обувь. Тропинки живописные, но местами скользкие, особенно после росы. На этом, по сути, все. Осмотр главных городских достопримечательностей Анталии мы фактически закончили. Но прежде чем отправиться исследовать окрестности, хочу показать вам еще одно место, которое поможет почувствовать саму душу Анталии – знаменитый археологический музей. Этот уникальный музей давно заслужил звание одной из главных туристических жемчужин Турции и вполне заслуженно считается одним из ведущих археологических музеев мира. Занимая площадь в 7000 квадратных метров, музей предлагает посетителям 13 просторных залов, где выставлено свыше 5000 уникальных экспонатов. Ну а если вы хотите увидеть еще больше античных экспонатов, то вам стоит отправиться на осмотр окрестностей города. Правда, для этого уже вам понадобится транспорт. Ой, кстати, совсем забыла рассказать вам про общественный транспорт в Анталии. Я-то прибыла в город на машине, а потому вся эта хитрая логистика для меня совершенно не составила проблем. Город большой, парковок хватает. Катайся себе от достопримечательности к достопримечательности в свое удовольствие. А вот если бы вы были без авто, то вам бы точно нужно было перемещаться как-то иначе. А можно так домой? Ну да, можно, конечно, и на своих двоих попробовать оббегать весь город. Благо, что для этого существует вся необходимая инфраструктура, но все же иногда без транспорта все равно не обойтись. К тому же, вы пробовали когда-нибудь переходить на зеленый свет пешеходный переход в Турции? Квест примерно такой же, как в Неаполе. Если выжил, можешь смело идти ставить свечку в ближайшую мечеть. Система общественного транспорта в Анталии достаточно неплохо развита. Имеются городские такси, автобусы и трамваи. Если планируете путешествовать много, то есть смысл приобрести специальную транспортную карту и время от времени пополнять ее депозит. Купить карту можно в подобном терминале, которые расположены на большинстве остановок. Мой самый любимый транспорт в Анталии – это трамвай.
Кстати, помимо специальной транспортной карты, оплату проезда в трамвае можно осуществлять банковской картой или смартфоном при помощи PayPass. В общем, если вы прибыли в Турцию не из какой-то дикой подсанкционной страны, то с оплатой проезда в Анталии проблем у вас не возникнет. Ну и сразу, предвосхищая ваш вопрос, отвечу. Вот ту мусорную карту «Мир» можете сразу выкидывать. Не сработает ни здесь, ни в других уголках Турции. И, кстати, совершенно случайно, самый интересный маршрут Анталии начинается как раз от нашего археологического музея, по которому мы только что успели прогуляться. Вот только ходит по этому маршруту не обычный современный трамвай, а тот самый легендарный красный трамвайчик. Не настолько старинный, как в Стамбуле или тем более в Милане, но все равно очень крутая ретро-достопримечательность. Трамвай «Ностальжи» курсирует по городу целый день, соединяя пляж Коньялты с восточной частью старого города. Поездка не слишком долгая, протяженность линии всего 5 километров, но зато, прокатившись на нем, вы увидите не одну, а сразу несколько топовых достопримечательностей Анталии. Район Калеичи, ворота Адриана, башню Хыдырлык, минарет Ивли, и это только начало списка красот, которые встретятся вам в процессе путешествия на этом уникальном трамвайчике. Рекомендую. Особенно круто смотрится маршрут в вечернее время суток. Правда, если вы, как и я, собрались детально осматривать не только центр, но и окрестности Анталии, то одного трамвайчика вам будет маловастенько. Поэтому прыгаем за руль и отправляемся в уникальное путешествие. Одно из самых популярных развлечений туристов в местной округе – это отправиться на прогулку по горной речке, изучая красивые анталийские каньоны. В окрестностях города их найдется немало. Самые популярные – это каньоны Карпулю, Гейнюк и, конечно же, легендарный Саклыкент. Все они очень красивые и интересные, но, правда, находятся достаточно на немалом удалении от центра города, поэтому оставлю рассказ о них для последующих видео. В рамках нашего обзора Анталии я покажу вам небольшой, малоизвестный, но оттого еще более загадочный каньон Капуз. Дополнительный бонус места – этот природный парк совершенно бесплатный. Ну а когда это я отказывалась от шары? В общем, каньон Капуз – это еще один топ-чекпоинт нашего маршрута, где вы обязательно должны испытать свои нервишки и искупаться в кристально чистой горной реке. На машине добраться сюда из центра Анталии можно буквально за 40 минут. Вокруг царит нетронутая природа, вдоль холмов журчат прозрачные горные ручьи, а маршрут время от времени пересекают настоящие акведуки. Все-таки ощущается, что этими землями когда-то правили римляне. Акведуки – все еще актуальная тема. Этот каньон протяженностью около 3 километров – местная жемчужина, которую часто называют секретным раем за его нетронутую красоту и уединенность. Представьте себе узкую тропинку вдоль бурлящего ручья, окруженного высокими известняковыми скалами, оливковыми рощами и фруктовыми деревьями, инжиром, апельсинами и гранатами. У кого-то вечером будет коктейль с гранатовым соком. Вода в каньоне кристально чистая, переливается бирюзовыми и изумрудными оттенками, а в жаркий день здесь можно окунуться в природные бассейны, хотя вода не слишком горячая, так что готовьтесь к бодрящему шоку. Последние 400 метров каньон расширяется, образуя живописный бассейн, где можно поплавать, покататься на каноэ или просто расслабиться на камнях, слушая шум воды.
Вокруг дикая природа, пение птиц, ароматы трав и полное ощущение, что ты в другом мире, вдали от городской суеты. Капуз-каньон – это место для тех, кто любит приключения и тишину. Вход абсолютно бесплатный, но инфраструктуры тут нет. Ни кафе, ни туалетов, ни проката оборудования. Так что берите с собой все необходимое – воду, еду, плед для пикника и солнцезащитный крем. Каньон богат флорой и фауной. В воде живут крабы, мелкие рыбы и маленькие головастики, которые вызвали неподдельный интерес у моей дочурки. На суше встречаются ящерицы, а если очень повезет, можно заметить оленей или диких коз, которые иногда спускаются к воде. Летом вода в каньоне максимально теплая, а весной локация становится еще более живописной благодаря пышной растительности и полноводному ручью. Местные рассказывают, что каньон назван в честь слова «капуз» – «ворота», так как его скалы напоминают природный портал. Это место идеально для пикников, медитации или просто побега от толп туристов. Капуз-каньон – уникальная возможность почувствовать себя наедине с природой. Но я выбрала его для путешествия не только из-за этого. Во-первых, это самый ближний каньон к центру Анталии. А во-вторых, он находится прямо на маршруте к другой интересной достопримечательности – легендарному городу Термесис. И это не просто загородная вылазка для осмотра парочки старинных достопримечательностей. Это полноценный маршрут выходного дня, который позволит осмотреть вам сразу 3 интересные локации. И первая из них встретится вам прямо на окраине города. Это государственный лесной заповедник Кепес Форест. Небольшой лесной парк в черте города. Главной визитной карточкой парка является смотровая площадка с вырезанной в скале огромной головой Ататюрка, украшенной искусственным водопадом. Над дизайном и логикой монумента я бы, конечно, еще поработала, но чего не отнять, смотрится эта штукенция весьма внушительно. Этот парк давно полюбился семьям и компаниям друзей благодаря обустроенным площадкам для отдыха и пикников. Большие зоны с удобными лавочками и гриль-площадками позволят организовать барбекю прямо на свежем воздухе, наслаждаясь трапезой среди вековых деревьев. Для самых юных гостей здесь оборудованы безопасные игровые зоны, что делает парк идеальным местом для семейного отдыха. Дальше по нашему маршруту нам встретится уже упомянутый каньон, а еще далее тот самый затерянный в горах старинный город. Вообще, если говорить про старинные города в округе, то, конечно, он найдется не один. Я бы сходу легко определила 3 самых топовых. Это Перге, Аспендос и Термесис. Аспендос – самый дальний из них. Он широко известен своим великолепным римским театром, признанным одним из самых сохранившихся в мире. Театр вмещал до 20 тысяч зрителей и до сих пор поражает совершенством пропорций и невероятной звуковой передачей. Даже шепот на сцене четко слышен во всех рядах. Рядом вы увидите древние мосты через реку Эснек, руины базилики и фрагменты акведука. В летний сезон здесь проходят оперные и балетные постановки под открытым небом. Перге – самый ближний из античных городов.
Этот античный мегаполис основан около 8 века до нашей эры. После Троянской войны был крупным портом Памфилии и ключевым центром эллинистической культуры. Здесь вы увидите невероятно сохранившиеся руины, амфитеатр на 15 тысяч зрителей, стадион на 12 тысяч мест, римские и эллинистические ворота, а также 300-метровую колоннадную улицу с водным каналом посередине. Это просто вау! Особенно впечатляют остатки агоры, римских терм и фонтана Нимфея, украшенного мозаиками. Перге внесен в список ЮНЕСКО, и не зря. Его раскопки раскрывают военную архитектуру древности. А вот Термессос – самый уникальный из этих городов. Причем не только Анталии, но и всей Турции. А раз так, то мы точно заглянем сюда на подольше. Ведь это просто удивительная возможность прикоснуться к наследию древней цивилизации. И мы, как туристы, аж никак не можем упустить ее. Причем, говоря про уникальность, я не преувеличивала. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Путешествуя по турецкому побережью, я повидала более десятка прекрасно сохранившихся античных городов. Правда, в большинстве своем все они схожи между собой, но Термессос – это совсем другая история, и сейчас я вам о ней расскажу. Представьте себе город, который будто бы вырос прямо из скал Таврских гор на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Здесь, среди могучих сосен и блоков известняка, вы ощутите энергию античности и силу нетронутой природы одновременно. Термессос был основан племенем пеликийцев и ни разу не был завоеван за всю свою многовековую историю. Лишь природе удалось сокрушить его стены и заставить людей покинуть эти края. Город был разрушен в 243 году, после чего 16 веков он был затерян, и сюда не ступала нога человека, благодаря чему город так хорошо сохранился к нашим дням. Когда в 333 году до нашей эры Александр Македонский с войском забрался к его воротам, крутые склоны Таврских гор и хитрая система укреплений превратили штурм в настоящий кошмар. Высота почти 1000 метров над уровнем моря делала любые осадные машины бесполезными, а местные воины зорко отражали каждую атаку. Великий завоеватель, вздохнув от досады, махнул пламенем плащом и двинулся дальше, оставив Термессос непокоренным. И причем это единственный город, который оказался великому завоевателю не по зубам. Все остальные на пути смиренно падали к его ногам. Отчасти я, конечно, понимаю македонского. Я бы тоже задолбалась сюда идти, чтобы взять этот город. Заросшая за века тропинка приведет вас к Агоре, древней рыночной площади, где шумели торгаши и собирались философы на беседы. По пути вы встретите руины храмов, колонн и фундаменты жилищ, а каждый камень здесь хранит свои тайны. Прекрасно сохранились и городские стены. Талант мастеров, которые вытесывали их из твердой горной породы, поражает воображение по сей день. Только посмотрите, как хорошо сохранились стены древнего города. А ведь город был основан за несколько сотен лет до нашей эры. В наше время так не строят.
Чтобы добраться до города от автостоянки, придется еще порядка получаса карабкаться в гору по узкой горной тропе. Но поверьте, зрелище, которое предстанет перед вами в конце пути, стоит каждой капельки пота, которую вы уроните, добираясь вверх. С вершины вы увидите горное ущелье, покрытое зеленым ковром лесов, и поймете, почему Термессос называют городом, который никогда не падал. Для любителей приключений здесь есть пешеходные маршруты, которые пересекают каньон и водопады, создавая настоящий квест на свежем воздухе. Не забудьте взять с собой удобную обувь и воду, потому что подъем может быть довольно интенсивным, но каждая минута пути того стоит. Главное, какой-то порог был. То там вам будут встречаться разбросанные по городу старинные цистерны и опустевшие саркофаги. Там ничего нет. Да, само собой, археологи хорошенько зачистили локацию, и все самое интересное уже давно перекочевало в осмотренный нами ранее музей Анталии. Но все равно очень интересно рассматривать эти старинные артефакты. Вы только вдумайтесь, что эти каменные шедевры находятся здесь уже пару тысяч лет. Каких усилий требовалось, чтобы без техники и станков сотворить такое, а затем доставить многотонную конструкцию в место погребения. Это ж надо было в те времена вот это вот все выточить в цельной скале, выточить пазики корпуса, выточить пазики в крышке, чтобы оно идеально все подошло, и это все не имея нынешних инструментов. Просто сидишь так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Сколько веков они тюкали эту гробницу. Все эти артефакты уже давно никто не охраняет. Да и туристов на эту высоту взбирается не слишком много. Прогуливаясь по этим камням, вы сможете почувствовать себя настоящим расхитителем гробниц. Как ровно и гладенько все вот это вот так вот выточено. Индиана Джонс и затерянный город. Индиана. Правда, на меня больше всего произвело впечатление другая затерянная в веках изюминка Термессоса. Ну и, конечно, вишенкой на торте этого города является этот амфитеатр. Вы только представьте, сколько нужно было сил вложить людям, создать такую громадину здесь, высоко-высоко в горах. Но зато насколько они потом наслаждались представлениями под звездами с красивенным пейзажем вокруг. Честно говоря, летать на дроне здесь не так, чтобы разрешено, а скорее наоборот, но я просто не смогла удержаться, чтобы не запечатлеть для вас этот колосс, вырубленный прямо в скалистом склоне и вмещавший когда-то около 8000 зрителей. Представьте, как на этом месте когда-то звучал голос актеров, а зрители слушали полноценное выступление под открытым небом. От амфитеатра тропинка приведет вас к древней рыночной площади, где шумели торгаши, собирались философы на беседы, а девушки наполняли кувшины в специальных подземных цистернах.
А вот одна из цистерн. Собственно говоря, благодаря которым город вдали от берега и рек мог существовать. Пока мы восхищаемся амфитеатрами, храмами и колоннами, под ногами остается незамеченным настоящее чудо античного мира – цистерны. На территории современной Турции, особенно вдоль Эгейского и Средиземноморского побережья, римляне и византийцы создали сотни подземных резервуаров, чтобы собирать и хранить дождевую воду в засушливых регионах. Цистерны были жизненно необходимы. Они позволяли городам выживать в засушливые месяцы, хранить воду для римских бань, использовать воду стратегически, особенно в осажденных крепостях. Некоторые напоминают подземные храмы, арки, каменные своды, свет, проникающий через узкие люки. Другие – это простые углубления, облицованные камнем, но все еще прочные спустя 2000 лет. По пути вы встретите руины храмов, колонн и фундаменты жилищ, а каждый камень здесь хранит свои тайны. Смотри, буква М, И, ну и так далее. Скорее всего, здесь написано, что после просмотра видео вы должны поставить лайки каналу Мироман. Чтобы почувствовать дух истории, попробуйте закрыть глаза и представить, как древние жители ступали по тем же камням. Не забудьте зарядить камеру и захватить дрон. Кадры над амфитеатром и склонами вы точно забудете еще не скоро. Весной в местных краях цветут орхидеи и лаванда, а в июне можно услышать пение редких птиц, словно саундтрек к вашему путешествию. В вечернем свете заходящего солнца вся каменная архитектура Термессоса приобретает золотистый оттенок, который не передать словами. Отправляетесь в Термессос, и вы привезете не только красивые фото, но и уникальное впечатление о городе, который действительно живет своей многовековой историей. Ну а я вынуждена возвращаться назад, в Анталию. Да, понимаю, что экскурс к античным городам вышел преступно маленьким, но не волнуйтесь. Анталия – это ведь лишь первое видео из целого цикла обзоров достопримечательностей турецкого побережья. И если вы хотели бы узнать о других курортах и забытых античных городах, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видео. Ну а у меня на сегодня остался лишь один, последний пункт в списке обязательных вещей, которые должен сделать турист в Анталии. Это попробовать Анталию на вкус. Ведь Анталия – это не только Лазурное море и древние руины, но и настоящий гастрономический рай. Турецкая кухня по определению очень интересная и разнообразная, но так как большинство этих национальных вкусняшек мы уже разобрали в видео про Стамбул, то постараюсь не повторяться и рассказать вам больше про интересные особенности именно анталийского региона. Первым делом я рекомендую вам начать гастрономическое турне с фирменного салата пияс – белой фасоли с луком, яйцом, зеленью и щедрой порцией оливкового масла, который здесь подают буквально к любому блюду. И это не просто салат из фасоли, а полноценное блюдо, зарегистрированное Патентным институтом Турции как гастрономическое достояние Анталии. Когда я впервые увидела блюдо, то подумала, ну и салат. Но как же я ошибалась.
Пияз – это идеально сбалансированное сочетание нежной белой фасоли, тающей во рту, с хрустящим маринованным луком, ароматной петрушкой и волшебным чесночно-лимонным соусом. А сверху идеально сваренное яйцо, которое превращает простой салат в полноценное блюдо. В Анталии пияз часто подают как основное блюдо кёфте с сочными котлетками из баранины, и это комбо, которое местно называют кёфте-пияз, просто взрывает вкус. История блюда уходит корнями к критским поварам, которые в начале 20 века привезли рецепт в Анталию, а местные довели его до совершенства, используя тахини из манавгата. Пияз – это классический салат, основа которого является фасоль. А дальше уже разные пиязные готовят на свое усмотрение. Но основа это всегда будет фасоль. Фасоль, проваренная до состояния еще не рассыпается, но уже и не твердая. Все это заправлено соусом, помидорчик, яичко. Очень нежно и сытно. В регионе существует настоящий культ этого салата, поэтому попробовать его можно буквально в любом ресторане. Но так как блюдо культовое, то и попробовать я решила его не в обычном ресторане, а в полноценной пиязной. Нет, официально таких заведений не существует, но когда будете гулять по Анталии, то 100% постоянно будете натыкаться на небольшие ресторанчики, в названиях которых присутствует слово «пияз». В общем, их-то я и прозвала пиязными. Конкретно это заведение называется Пияджи Хусейн, и готовят здесь фирменный салат просто отменно. Еще тут есть десерт из тыквы. Вторым делом я бы порекомендовала побаловать себя морепродуктами. Все-таки Анталия – это полноценный морской курорт, а значит, рыбоньку тут должны уметь готовить. Если вы гуляете в центре, то можете заглянуть в один из местных ресторанчиков, расположенных в старом городе, недалеко от порта. Например, могу порекомендовать вам заведение Castle Cafe and Restaurant. Готовят тут все достаточно вкусненько, но главная фишка – это все-таки тот самый прекрасный вид на старинную римскую башню, который прекрасно дополнит любую трапезу. Башней можно полюбоваться с улочек старого города, а можно с террасы кафе. И, как по мне, этот вариант гораздо интересней. Ну а для более искушенной публики, само собой, для дегустации морепродуктов лучше всего отправиться в специализированный рыбный ресторан. Например, ресторан Лара Балык. Ресторан расположен на высоком скалистом берегу в самом центре города. Из террасы открывается потрясающий вид на закат над Средиземным морем. Идеальное место для романтического ужина. Что может быть вкуснее свеженькой рыбки? Правильно, только свеженькая рыбка на берегу моря. Лара Балык уже 23 года радует гостей свежайшими морепродуктами и панорамным видом на Средиземное море. Порции щедрые, а рыбу приносят прямо с утреннего улова. Выбирайте сами с витрины. Атмосфера в заведении шикарная. Открытые террасы с морским бризом, белоснежные скатерти и живая турецкая музыка по вечерам. Обслуживание на высоте. Официанты делают все, чтобы вы чувствовали себя VIP. Меню просто мечта. Множество видов мезе, от авокадо с креветками до кальмаров в кляре. И главные звезды – жареная барабулька, гриль-осьминог и запеченный леврек.
Цены не дешевые, но это и логично, соответствует уровню заведения. Хотите заведение с чеком попроще? Это тоже решаемо, причем прямо в самом сердце Анталии. Внутри старого города можете даже не искать. Все заведения туристические, а потому ценник там будет, дай боже. Но вот если отойти хотя бы на 100 метров от крепостных стен, ситуация кардинально меняется. Ищите заведения с высокой концентрацией местных жителей. Если видите очередь у входа из турков, это то, что вам нужно. В Анталии найдется множество крутых атмосферных семейных ресторанчиков с очень вкусной кухней. Меню, как правило, лишь на турецком. Интерьер на троечку. Но самое главное, зачем вы приходите, это еда. И она в небольших семейных заведениях, как правило, на весьма хорошем уровне. В Турции невероятное количество кафе и ресторанов, как дорогих, так и не очень. Сейчас мы пришли в настоящее уютное семейное кафе со всеми турецкими традициями. Это заведение называется Джанджан Пиде Емек Салон. Настоящий рай для всех фанатов турецкого пиде. Здесь тонкое тесто выпекают в дровяной печи до легкой хрусткости, а начинок больше, чем в вашем воображении. От классического сыра и зелени до пикантной паштармы с яйцом и сочного мясного адана пиде. Но не только лишь одним пиде славится этот ресторан. В данном случае в этом уютном кафе мы заказали настоящее анталийское блюдо. Это кебаб с картошкой, баклажан, шеф-салат традиционный. И потому как здесь полная посадка, уверена, будет вкусно. Этот уютный ресторанчик разместился всего в 2 шагах от ворот Адриана. Представьте, вы заходите, а перед вами витрина с десятками блюд, от дымящихся супов до хрустящих пиде. И все это по смешным ценам. Их фирменная микс-тарелка – это как гастрономический тур. Выбираете кефте, пытлыджан, мусака или тушеные овощи. И все свежее, будто у турецкой мамы на кухне. Атмосфера в Джанджан как в семейной столовой. Простой декор, но чисто, уютно и полно местных, что всегда хороший знак. Еще один вариант сэкономить на чеке – это обратить внимание на уличную еду. И попробовать ее можно в любом уголке города. Например, на той самой смотровой площадке возле монумента Ататюрку. И еще один обязательный пункт гастрономических вкусняшек – это кукуреч. И будет достаточно неплохой идеей попробовать его именно здесь, на этой смотровой площадке. Вечером, когда город зажгет огни, вкусненький кукуреч с прекрасным видом. Что может быть лучше? Конечно, в Анталии, как и во всей Турции, также популярны и другие классические блюда уличной кухни. Турецкий фастфуд – это не только про быстро и удобно, но это еще про необычайно вкусно и разнообразно. Донер-кебаб, лахмаджун, пите, симит и очень-очень много других. Кукуреч, их невероятное количество, множество. Путешествуя по Турции, не упустите шанс попробовать каждое из этих блюд. Но про все эти блюда я уже рассказывала вам в Стамбуле. Хотя, правда, есть в Анталии еще одно нестандартное популярное уличное блюдо. Помимо всевозможных классических кукуречи и доноров, меня удивило пристрастие местных к бургерам.
Мне кажется, что это как раз тот случай, когда обилие туристов плавно начинает влиять на кулинарные предпочтения местных жителей. И чтобы отведать эти уличные вкусняхи, мы отправимся в заведение Skull Street Food. Интерьер простенький, а вот бургеры отменные. Собственно, что и требуется, чтобы вкусно перекусить на ходу во время прогулки. Ну а если вы уже сполна насытились турецкой кухней и соскучились по фастфуду, то рекомендую вам заглянуть в местную бургерную. Выглядит весьма аппетитно. Смотри, сколько здесь мяса, кроме котлеты и еще и кусочками. Вкусно. Если же изволите высокой кухни и оригинальной подачи, то можно заглянуть в Анталийский космос-театр, где расположен филиал культового заведения Le Petit Chef Анталия. И здесь каждый столик – это настоящая сцена для миниатюрного шефа высотой всего 6 сантиметров. Каждое новое блюдо сопровождается тематической музыкой и анимацией, в которой крошечный шеф виртуозно готовит прямо у вас на глазах, оставляя зрелищу грацию кинематографа. Столы рассчитаны на компании до 4 гостей, чтобы вы могли вместе обсуждать, как в следующий момент на тарелке вырастут печеночные лютики или глазированные фиги. В течение программы продолжительностью около 1 часа вы последуете за маленьким гастрономом через изящную хореографию еды, от легкого amuse-bouche до десерта в формате Le Grand меню, а также есть варианты классического веганского и детского меню. Цены, в отличие от поваренка, не маленькие – 220 евро с пары, и это не считая напитков. Ну и, конечно же, как в любом другом турецком городе, отдыхая в Анталии, вы никак не можете не побаловать себя классическим кебабом. И чтобы вдоволь насладиться этим блюдом, мы отправимся в один из старейших ресторанов Анталии – Топчу Кебаб, который уже 2 столетия кормит местных и гостей города вкуснейшими кебабами. Находится он на пешеходной улице Кызым-Азалп, в 2 шагах от Калеичи и минарета Ивли. Вы только вдумайтесь, это заведение работает с 1885 года и является старейшей кебабной в Анталии. Это место как машина времени. Старинная атмосфера, обновленный декор и запах древесного гриля, от которого слюнки текут. Топчу – это семейный бизнес. Уже 4-е поколение Аркан готовит тут шиш кёфте, донер и искандер. А их пияз тахини – просто гастрономический оргазм. Основатель Мехмед Аркан был топчу, артиллеристом в Балканской войне. Отсюда и название. А ресторан стал одним из первых в Анталии. История просто в каждом кусочке мяса. Ой, она распадается прямо, насколько она прожаренная. Нежнейшая мяско просто. Она реально тает во рту. Это ж как надо так его приготовить, чтобы оно не сгорело и было таким сочным. И пахнет дымком. Уникально. Меню простое, но идеальное. Сочные шиш кёфте из ягненка с кимионом, листовой донер на дровяном огне, кузу шиш, шашлык и искандер с йогуртом и томатным соусом. Порции щедрые, а цены, как для Турции, весьма умеренные.
И еще одна разновидность кебаба, но здесь, в отличие от предыдущего, не котлетки, а нарезанное мяско наподобие нашей шаурмы. Тоже очень-очень вкусно. Тоненькие слайсы, в меру прожаренные, сохраняют сочность мяска и очень интересный вкус за счет специй, но их немного. Однозначно приглашаю вас посетить это заведение. Еще тут подают неплохой пияс и вкусные десерты. Сладкоежки будут в восторге. Топчу-кебаб – это вкус, история и душа Анталии на одной тарелке. Вот так вот снимаешь, обтекаешь слюнью, хочешь кушать, но надо же показать всю эту красоту вначале вам и лишь потом попробовать. Ну а на этой вкуснющей ноте у меня все. Самые главные и самые вкусные достопримечательности Анталии я вам показала. Пора подводить итоги. Раньше я представляла Анталию как бесконечную череду отелей на первой линии с пьянящим all-inclusive, где дни сливаются в коктейль из солнца и моря. Но, друзья, как же я ошибалась. Анталия – это полноценный туристический мегаполис, который взрывает воображение своими достопримечательностями. От античных руин Термессоса до узких улочек Калеичи. Пешеходные зоны вдоль моря, колоритный старый город и современные районы – все это доказывает, что Анталия была создана далеко не только для релакса в пятизвездочных отелях. Анталия прекрасно подходит как для культурных вылазок, так и для полноценного отдыха с детьми. Тут есть аквапарки, обустроенные пляжи и зеленые сады с современными детскими площадками. В этом видео я успела показать вам лишь маленькую частичку региона Анталия, но уверена, вы уже влюбились в эту пьянящую курортную атмосферу. Если прыгнуть за руль и проехаться по побережью, вас будут ждать еще безумное количество красивых и интересных мест. Сиде с древним амфитеатром, тусовочный Кемер, солнечная Аланья и уютный Каш, и множество других городков. И я с радостью вас со всеми ними познакомлю, но все это уже будет ждать вас в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал, и скоро мы вновь увидимся на прекрасном турецком побережье.